Карабалтинская мини-ТЭЦ обеспечивает теплом и энергией более 9 тысяч жителей города Карабалты. Как вы можете видеть, за моей спиной проходит ремонтная работа одного из котлов. Вот это вот вся сеть труб почти высотой в трехэтажное здание и есть один из котлов. Здесь проводятся ремонтные работы к подготовке к осенне-зимнему периоду. Именно здесь с помощью твердого топлива вырабатывается необходимая энергия. ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1955 году. Оно обеспечивает жителей не только теплом, но и электроэнергией в зимний период. Здесь вот выработка электроэнергии, годовая выработка у них составляет порядка 15 миллионов киловатт-час электроэнергии вырабатывает, и в порядке более 100 тысяч гигакалорий в час в год вырабатывает тепловую энергию. Значит, здесь вот, находясь в городе Карабалты, бюджетные организации есть, прочие организации есть, школы, детские садики. Всего вот более 9800 абонентов подключены к этому отопительному мини-ТЭЦ котельной. Ремонтные работы здесь уже закончены на 70%. Как сообщил Таалайбек Мамбеталиев, к 1 октября все котлы будут готовы к отопительному сезону. На сегодняшний момент мы видим, что сейчас производится ремонт котла БКЗ-75, где производится подтяжка экранных труб после проведения диагностического обследования. После того, когда будут проведены замена экранных труб, подтяжка этих экранных труб, будет произведена обмуровка котла номер 5. То есть то, что мы сейчас наблюдаем. Во время ремонта работники тщательно проводят обработку деталей. Важно, чтобы каждая часть турбины, которая вырабатывает электричество, была полностью готова к работе под высоким давлением. Это уплотнительное соединение задвижки высокого давления. В данном случае это левая щечка. Соответственно, есть правая щечка и есть еще два зеркала, левая и правая. Мой напарник занимается непосредственно притиркой зеркалов, я занимаюсь притиркой щечек, для того, чтобы вывести идеальную поверхность, свести все риски, все заусенцы в ноль, чтобы соединение, уплотнение было идеально и не пропустило там ни одного капельки водички. Потому что оно должно по давлению, мы при испытании делаем минимум 80 килограмм, опрессовываем. Рабочее давление 60. Вот так. То есть это очень важная такая работа, да? Конечно. Если не совершить все этапы, то есть обработки, оставить небольшую неточность, будет небольшое уплотнение, она будет пропускать, соответственно, все, этот коллектор мы уже не сможем отсечь, закрыть. Даже при закрытии задвижка не будет держать. Все, мы не сможем дальше работать. В сезон это недопустимо. Подготовка к ОЗП идет и в других котельных города. Так, котельная «Центральная» обеспечивает теплом 85 абонентов и одну среднюю школу. Здесь установлено 2 газовых котла. Специалисты сообщили, что к 15 сентября она будет готова к работе. Производили сборка этих счетов, сборка, проверка производилась силами цеха ТАИ, ответственный за это мероприятие «Стебло» Дмитрий Михайлович. И они будут, пожалуйста, все оборудование стоит новое абсолютно. Вот. И котел, в момент работы котла, все данные, которые будут при работе котла показывать, будут, с этого счета управления будут сняты в цифровом изображении. Также к зиме подготавливают котельные в селе Беловодское. Всего в Московском районе работают 9 котельных, из них 5 на мазуте и 4 на угле. Филиал «Центральная», где происходит сборка котла, обеспечивает теплом 111 абонентов. В этом году, нам руководство приобрело 2 новых котла ВОСТ 0,6 мегаватт мощностью, которые мы заменили. В данное время производятся монтажные работы, установка, провелись ремонтные работы по ремонту циркуляционных насосов, подпиточных насосов, мазутных насосов. Руслан Дюшеев отметил, что готовность Московского района к зимнему периоду составляет 80%. Ремонтные работы в этой котельной закончатся к 15 августа. Саимах Мусаев, Аскар Маратов, ЛТР, Чуйская область.